Парламентарии Коми продолжают работу над главным финансовым документом региона на 2023 год. На минувшей неделе рассмотрели сразу 4 госпрограммы. Это информационное общество, развитие физической культуры и спорта, лесное хозяйство и защита населения от чрезвычайных ситуаций. В каждой сфере свои особенности, перспективы и планы. В деталях разбиралась Алена Ладыгина. Вторая неделя защиты госпрограмм в стенах Государственного совета Коми позади. На этот раз обсуждение коснулось сразу 4 сфер. Первая из них касается информационного общества и региональных проектов, включенных в состав нацпроекта «Цифровая экономика». Финансирование госпрограммы в 2023-м ожидается на уровне этого года – примерно 2 миллиарда 600 миллионов. Сегодня IT под ударом западных санкций. Работу приходится перестраивать, что называется, на ходу. В дефиците телекоммуникационная техника. Федеральная программа устранения цифрового неравенства исполнена частично. Связь появилась в 2 населенных пунктах Коми. Еще в 12 базовые станции будут запущены до конца марта. Кроме того, 12 октября Министерство цифрового развития Российской Федерации запустило голосование за населенные пункты, которые будут обеспечены связью в приоритетном порядке в 2023 году. На республику выделена квота в 13 населенных пунктов. Нам необходима ваша поддержка. Жители республики самостоятельно выбирают тот населенный пункт, который будет обеспечен связью. Чем больше голосов за населенный пункт будет отдано, тем быстрее в нем появится связь. Голосовать можно не только через портал госуслуги в электронной форме, но и отправив обычное письмо через Почту России, в том числе отправив коллективное письмо. Республика – лидер северо-запада по количеству пользователей порталом госуслуги. Для жителей Коми доступно 88 наиболее востребованных опций. Развивается и сеть МФЦ. Из новых услуг – оформление выплат на детей, прием заявлений на газификацию, паспорт болельщика. Что важно, открываются новые окна в малонаселенных и труднодоступных поселениях. В текущем году были открыты новые окна в село Летка Прилузского района, в селе Бриколанск Имжинского района, в селе Подчерье городского округа Вухтыл. А также дополнительные окна были открыты в новом флагманском центре по улице Кутузова, 5. Есть результаты и в одной из важнейших для Коми отрасли. Доходность лесного хозяйства республики устойчиво растет. Поступление в этом году уже 1 200 000 в региональный и еще больше федеральный бюджет. В планах еще прирост не менее 10% ежегодно. Тем временем доходы уже в 3 раза превышают расходы. В этом году на финансирование мероприятий по развитию лесного хозяйства уже израсходовано 907 миллионов рублей. Из них 203 миллиона – это республиканский бюджет, остальное – федеральный, потому что лес – это федеральная собственность. Ну и до конца года мы ожидаем освоения средств в сумме 1 150 000 000 рублей. Это большие деньги, и если ими грамотно управлять, то можно получать хороший эффект. У нас, так как большой опыт в экспорте пиломатериалов, более 20 лет, поэтому наши рынки традиционно это Китай, Ближний Восток и страны СНГ. Мы продолжаем реализацию нашего инвестпроекта по модернизации предприятия. Первый этап почти уже завершен. На его реализация позволит производить более 100 000 кубов сухих пиломатериалов в год. Год был непростой. Леса Коми, а главное ведомства и службы прошли испытания огнем. 445 лесных пожаров. Режим ЧС. Горело 58 000 гектаров. Ущерб пока подсчитывают, но ценные леса не пострадали. Пока не оплачены затраты на тушение. Больше 700 миллионов, как предполагается, поступят до конца ноября из Федерального резервного фонда. В перспективе создание авиаотделений в Усинске и Инте и ремонт авиатехники для лесопожарного центра. Есть несколько машин на территории республики, не закреплены, в госсобственности находятся, республиканской, но требующие ремонта невозможно в настоящее время использовать. И вот как раз на ремонт этих машин мы запросили финансирование. Есть недостаток сотрудников и техники для защиты леса. Здания лесничеств практически отжили свой век.
Где-то до сих пор печное отопление. Минприроды определила перечень строений, где нужен ремонт. В этом году финансирование выделили на восстановление пострадавшего в пожаре помещения Удорского лесничества. Идет строительство и пожарной части в Каджироме. На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактику терроризма и экстремизма в следующем году планируют заложить 1 800 000 000 рублей республиканского бюджета. Если брать капитальное строительство, в 2023 году мы заканчиваем строительство и вводим в эксплуатацию пожарную часть в Каджироме. Ну и, соответственно, начинается строительство. Оно уже началось в этом году в Подтепке, но пока идут проектно-сметные работы, в будущем году уже непосредственно будет осуществляться строительство. И в будущем году начинается у нас подготовка к строительству пожарного депо в селе Иб. С 2008 года процент прикрытия территории региона республиканской противопожарной службой вырос с 50 до 95%. Одна из задач – увеличить до 2028 года количество подразделений противопожарных служб до 1349 единиц. Продолжит работы и по стимулированию добровольных пожарных. В целом же, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров существенно сократилось – 1268 в 2021 против 935 в 2022. Мы видим, что на следующий год пока что нет средств на пожарные водоемы, но мы в том числе будем работать по направлению народного бюджета, чтобы в народном бюджете была возможность строить вот эти пожарные водоемы, потому что это направление тоже не снимается с контроля. Еще одна госпрограмма, рассмотренная на этой неделе – развитие физической культуры и спорта. Не потерять темп в привлечении федеральных соревнований на территории республики, продолжить активную кадровую работу и закончить капитальное строительство спортивных центров. Вот основные задачи регионального Минспорта на будущий 2023 год. Так, например, в декабре планируют завершить строительство спортивного комплекса в Микуне. Подобные объекты сегодня возводят в Ухте и Объячево. Раньше такие стройки муниципалитеты даже боялись начинать, а все потому, что нужно было подготовить дорогостоящий проект. Теперь решать вопросы с проектировщиками будет уже регион. Муниципалитеты не имеют финансовой возможности достаточно часто для того, чтобы составить проектно-сметную документацию. Она очень дорога. А тем более, что касается продолжения строек. Принято решение на республиканском уровне о том, что с 2023 года проектно-сметную документацию и строительство будет осуществлять за средства республиканского бюджета. То есть с муниципалитетов эта нагрузка уйдет. Для них, я считаю, это большой плюс. То есть они могут свои доходы направить на какие-то иные мероприятия. В 2022-м сразу 5 региональных спортивных школ обновили оборудование и инвентарь. Деньги направили и в муниципалитеты, причем не только на экипировку. Присоединилась республика и к федеральному проекту «Бизнес-спринт». Уже в этом году закупят оборудование для 2 умных спортивных площадок в Сыктывкаре и Ухте. Но если для региона это новый механизм обновления инфраструктуры, то народный бюджет – уже проверенная схема. У нас было запланировано 35 проектов в 17 муниципальных образованиях. Сегодня полностью реализовано 33 проекта. До конца октября мы ожидаем конец проектов в Инте и в Печоре. Мы также оснастили уличные тренажеры, сделали ремонт плоскостных сооружений. Парламентарии Коми продолжат рассматривать госпрограммы. Впереди обсуждение обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, развития транспортной системы, а также культуры и туризма. Бюджет региона должен быть принят не позднее 10 декабря.